Хлыбзеку хатырскуа телехопшша, апсо телехопшра ишуд нагалует, ишьяшу ицо эфирала, апсны жларезера хай депутат раза, а кандидат шарукулара. Уаха студия хаб херарымо пала шарбага хабла яцанаква аба пялхарта тыпхада кандидатша. Аха хуюк рқынпи я из виджароп адли баджансу хуюаны па, кокоскир тымыр умари па. Бзила шабейт. Игирт хюка кандидатша, Чачхали Иракли Заурипа, Нормания Наур Геннадий Па, Яраубас Губаз Леон Ривазипа, Хастудиях и Мёхамдзит. Уажу харзыдзырю пшнысымёква, анайсю по минут шему пшхадзыр гаразыхан, халагап адлиба джансух и насымёла. Адли баджансух Иван Ипа диит брам завяюзки фихан вижа шуксазы аквакала кизки фипшини вибиш шуксазы далгит а бизнес-центр агу а экономисты занатала. Зки фипшини вибиш пшини юзей шукскорзы а Рамазура дахысван агулсту техника архутачы а сержант Ехидзияна шуб. Юйныски хуба шуксазы талый Санкт-Петербург пяхюнкарат архитектура торгыларат университет. Ири хава царей урта далгит аргылы визанатала юйныски жаба шуксарзы. Юйныски жаю шуксейнаркна ус Ивана хюнкарат наплакап снаргылара айкуршурат пақшай хабыс. Юнески жүйбиш шуксейнаркна, а финанс мзыской рахяна, а наплака усура анкылан. Та чароп хвика хуч квадрабуб. Джансух Иван Ипа, ю минут камта шимуб, шамта, а экрана чивш будет. Хлубзе хатырзку алхойца, хлубзе хатырзку телехопшца. Добрый вечер, уважаемые избиратели, добрый вечер, уважаемые телезрители. Во время предвыборной кампании мне удалось пообщаться со многими из вас. Многих из вас волнуют проблемы. Основными отметил 3 особо острые. Первое. В 7-й школе протекает крыша. Учебному заведению наносится непоправимый ущерб. В 8-й и 12-х школах необходим капитальный ремонт. Второе. Многих из вас волнует плачевное состояние Маякского кладбища. Из-за отсутствия берегоукрепительной дамбы оно подмывается. Были случаи, когда от шторма плавали гробы. Данный факт считаю неприемлемым и аморальным. Третье. Это касается и моих избирателей, и всей нашей многострадальной республики. Речь идет о повышении цен на топливо. Между Россией и Абхазией подписан договор о беспошлинной торговле. Нам выделяются квоты. До недавнего времени цены на топливо были в Абхазии дешевле, чем в городе Сочи на 8 рублей. По странному стечению обстоятельств, после появления сети заправок «Подорожник», они стали дороже на 8 рублей, чем в городе Сочи. Повышение цен на топливо повлекло за собой бесконтрольный рост цен на товары первой необходимости. Хочу напомнить, что в нашем обществе живут, инвалиды, пенсионеры, многодетные, малоимущие и социально незащищенные граждане, которые живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Пользуясь случаем, обращаюсь с требованием ко всем, кто имеет отношение к беспредельному росту цен на топливо, вернуть цены на показатели годичной давности с учетом инфляции и компенсировать убытки нашим гражданам от лиц чиновников, напрямую этим заинтересованных в ограблении собственного народа. Джансух Иван Ипа, уйдет амта шоует, аццаразыхан шамта джейт, уйжу кокоскир тимыр умари пай насымё хазыдзыриует. Кокоскир Тимуру Марипад ит ажернохам завибижески фипшин в башуксазы акалек шахты Ростов пятула чачача юнески башуксазы далги тауқат пявёх пябжарат школ Рамазура дахысван схалы и қойбат пятан батальонақны убрям тейнеркны юнески вяха шуксанза апснарб жермчкорча айкша хатрала Рамазура и хыгон юнески бишбашуксейнеркны юнески вяшуксанза ах папяв апш пябжарат школ корча апхеран запязы қацары атула уйрат хыхчары аматар паритон юнески бишбашуксазы
Аҟәа иреиҳаӡоу азеиԥштә аҵаҟаҵаратә ҵараиурҭаҿы аофицартә кадрқәа реиҭазыҟаҵара дахысит. Ҩ-нызқьи абашықәсазы Кәыдрытәи аиҩхааҭарцәра анаԥснарбџьара мчқәа абжьбатәи артиллериатә полк ахь иаҵанакуа агаубицатәи ихшара дивизион далахәын. Кәыдрытәи аиҩхааҭарцәра азыҳәа амедал ианашьоуп. Ҩ-нызқьи жәба шықәса инаркны ҩ-нызқьи жәиԥшь шықәсанӡа Аҟәа ақалақь Ахадара аҵараусбарҭаҿы ааԥхьаранӡатәи азыҟаҵареи атәылауаҩратә хыхьчареи рзы аспециалист хадас дыҟан. Ҩ-нызқьи жәохә шықәсазы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет далгеит абҩарҵәыреи аспорти азанааҭала. Ҩ-нызқьи жәиԥшь шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа ҳҭнықалақь Ахадара акультура аусбарҭаҿы аус иуеит. Аусбарҭа ахада ихаҭыԥуаҩыс дыҟоуп. Иара убас аҟазара инапалакуп, драфтароуп ари адгьыл ахьаца добровольца хсыха азын ауҳәа ашәақәа ртекстқәа. Дҭаацәароуп, димоуп аԥа. Шәалага Тимур Умар-иԥа. Добрый вечер, дорогие наши избиратели. Подходит к концу вторая подряд кампания за последние 2 месяца. Первые выборы, к сожалению, не состоялись, поэтому приходится беспокоить вас, ваше внимание второй раз. Но я думаю, что выборы должны проходить, и активная часть нашего общества должно принимать в этих процессах самое активное участие. Потому как мы выбираем себе будущее, мы должны созидать, мы должны перестать совершать ошибки. Как говорится, на ошибках учатся, и поэтому я желаю всем вам хорошего настроения в субботу. И дай Бог, чтобы победил округ. Я желаю победу именно округу. Не кому-то из нас, 5 кандидатам, а именно округу. Пользуясь случаем, хочу поздравить с приближающимся праздником всех тех, кто сегодня носят зеленые фуражки, потому что буквально через 2 дня будет День пограничников отмечаться на нашей земле. И всех, кто сегодня охраняет рубежи нашей Родины, хочу искренне поздравить и пожелать всех благ, здоровья и благополучия. Также ветеранов этой службы, будьте всегда крепкими духом. У меня все. Иҭабуп уажәшьҭа ҳаиасып анаҩстәи ахәҭахьы уажәы акәылаԥ иҭоу азҵаарақәа хԥарҭакқәа ҟаҵатәуп, шәуаӡәк шәааины иҭыжәга. Имаҷушәа жәбоит, аха рыхԥагьы срыԥхьап, нас ишәҭаху алхны аҭак аҟаҵара шәалагар ауеит. Актәи азҵаара абас иҟоуп, иҟаҵатәузеи жәлар реизара адепутатцәа аҳәынҭқарратә бызшәа рхы нарханы, бызшәахь рхы нарханы аус руларц азыҳәан. Уи актәи азҵаара, что нужно сделать, чтобы наш парламент работал на государственном языке. Аҩбатәи азҵаара уажәлар иҩызмшо ижәбо имҩақәас. Какие пути преодоления раскола общества возможны с вашей точки зрения? И третий вопрос. Что способствует распространению наркомании среди молодежи и как этому противостоять, ваше видение? Аҿар рыбжьара наркомания аларҵәара зыхҟьозеи, насгьы уи аҿагыларазы иҟаҵатәузеи шәара шәгәаанагарала. Абас иҟоуп азҵаарақәа, иалагода шәуа. Са салагап, Шәара шәалага. Апарламент ахатәы бызшәала ацәажәара иалагарц азами, иашами шәеилыскааз? Иҟаҵатәузеи. Азакәан аус ауроуп, азакәан ҳамоуп. Уи аҩадагьы азакәанқәа иҳамоу даараӡа ирацәоуп. Аибашьра аанҵәеижьҭеи ҳпарламент аҟны ирыдыркылахьоу азакәанқәа даараӡа ирацәоуп. Даара ихәарҭоу азакәанқәа рыдыркылахьеит, аха аусураҿы макьана ҳхьыӡҳауп. Агәаԥхароуп, ахи аҵыхәеи агәаԥхара. Иаҳҭаххароуп, зхатәы бызшәа здыруа, иаартны дымшәакәа иҟоуп политика иазку ажәар. Ажәарқәа убас политика иазку еиԥш иҟоу ажәарқәа даара ирацәоуп. Ауаҩы нас зхатәы бызшәала ицәажәар зҭаху есымша амҩа иԥшаауеит. Агәаԥхара наҳаулак лзшәагьы ҟалоит. Уи азҵаарак аҭак ҟашәҵеит ишеилыскааз ала, анаҩс абри анаркоманиа аҿагылара азыҳәан аҿар рыбжьара
аламрацәара азыҳәан иҟаҵатәузеи? Что касается ажәлар насуру амилаҭ рацәахьы хәыхәахьаны урысшәала исҳәот телехәаԥштәгьы ираҳарц азыҳәан. Что касается вопроса о наркомании, значит, на мой взгляд, нужно вводить жесткие меры. В этом плане у нас, значит, очень слабо. За распространение наркотиков, на мой взгляд, необходимо людей не то, что там привлекать, сажать, просто нужно из Абхазии их высылать отсюда в другие близлежащие, допустим, в Российскую Федерацию. Есть у нас тюрьмы для особо тяжких преступлений. Вот это и является особо тяжким преступлением, распространение наркотиков. Все с этого начинается. Пока мы это не устраним, вопрос наркомании решить очень будет сложно. Понимаете, один наркоман за год плодит 5 наркоманов. Это статистика мировая и плачевная, к большому сожалению. Что касается наркоманов, их надо лечить, говорить с ними, так как люди, они как бы являются больными. И вот такие пути вижу в плане наркомании. Что касается раскола общества, значит, из-за того, что не работают законы, за весь послевоенный период принято множество законов. Большая часть из них не работает. Отсутствует жесткий контроль за исполнением. Это влечет к расколу в обществе. Это основное, почему происходит раскол в обществе. И помимо этого тоже много чего может сопутствовать. Ну вот вы сказали, что законы пишут, но их не исполняют. То есть да. нет жесткого контроля. Нет жесткого контроля. Но тем не менее мы же сами их не исполняем. То есть невозможно на каждого, да, гражданина следить за тем, исполняет он закон или нет. Ну, это тяжело сделать. И тут у нас должно быть желание, как и желание изучать свой родной язык. Я вам скажу одну реальную вещь. Наша дранская тюрьма заполнена людьми, которые украли вентилятор, магнитофон, 5000 рублей. Но это же тоже за употребление. Да, согласен, но есть гораздо тяжкие преступления, на мой взгляд. Человек 500 миллиарда денег с бюджета забрал, или 100 миллионов, неважно, да, допустим, особо крупные суммы, значит, да. И человек на свободе, законы не работают. То есть низкий забор ищем. Так, по такому пути мы развития не видать нам. Вы понимаете, законы должны работать для всех, они должны быть для всех равными. Когда будет равенство, вот социальное неравенство говорим, да, почему происходит социальное неравенство? Потому что законы не работают. Каждый под себя, значит, обогащением занимаются казнократством, расхищаем свою страну, сами же, да. Я себя тоже не исключаю, мы все, нас мало, мы все родственники, друзья, близкие, знакомые, малочисленный народ. Зачем друг друга обманывать? Мы живем в бандитской стране, в мафиозной стране живем. После Италии мы, наверное, 2-е место занимаем. Надо говорить вещи своими именами, надо называть вещи. В этом направлении, когда будет произведена работа, значит, еще смотрите, за долгие годы есть проект закон о борьбе с организованной преступностью. Наши уважаемые чиновники, наши депутаты, когда это увидели, никого не хочу обвинять ни в чем, но он заморозился. Необходимо этот закон обратно вынести на повестку дня, обсудить, проработать все механизмы. Это самый необходимый закон. Как и закон о борьбе с коррупцией, вот этот закон о борьбе с организованной преступностью, он не менее важен тоже. Вот такой у меня взгляд на эти вещи. Да, дача минутку шумо по. Что минутку, у нас хархоб зема, усял зема. Усял зема жуж хайфер хозем. Ожуж шачо и шошма зарабрвяцшца. Анализ регламент я куршона уи егерта зара квартака нaqashцо. Абринс хабсынра бхaqay царс хта хызар. Айз хара аларс хта хызар. Ачара аларс хта хызар. Йоqo по брюза закон
يخسحوا دار سيقول غوت أكتر خميات حلو زكوان وبري زكوان سكيت صانع أتصاروا عاد قلنا يكنا экономист сом, агроном сом, царава, ей вебшим площадка кугацана, астолгич кугацана, а брит скейт цана, агроном шад галана. И нахса, и хада хкла, ялнар шу ядзбо цара кударя, соб хубав без цара рулада, алнар шот. Демография цара хацбот, ха экономика цара хацбот, без шейп хархот. كابز كواحد أسقي بحرخود إزبانزر أنا خيو يحتر حركني أحزقته أكتر قنتي أحتنك لك يخمر خزاقون أحتنك لك يخنتي أكتر تخابشن وبرخ يخنق ويقول نقلا أتا سرقي دلالود أشكر يقلود وبس قنوب عم يشرح ناكل حس وبري السخير خد وبري سلا شيء وبري دار إنسان وصدوله. تبوب إيش حزيلس كاي شام تنشيت أبرا كانديداتش أحير قصتوي تأكران كرجي بويت عامته يعني نجلاقي ناس في الزارة تاكو خشر كشلا شايفة سمابيولر تزحن وجود تمرو ماريبا الزارة كرتاك شري عشتو زرابخ. Табук. Я хочу на русском языке умышленно говорить по этим трем вопросам. Первый вопрос, что нужно сделать для того, чтобы в парламенте все-таки начали говорить на родном языке. Почему на русском говорю? Потому что на эту проблему должны обратить внимание именно те люди, у кого есть проблема со знанием родного языка. В частности, если этот человек является абхазом. Но и, конечно, все остальные национальности, русский, армянин, грек, без разницы, все должны, наверное, изучать абхазский язык и знать его достаточно неплохо, для того, чтобы можно было обмениваться мнениями. На примере некоторых известных наших товарищей армянской национальности мы прекрасно знаем, что у армян замечательно получается изучать абхазский язык. Чего же стало с абхазами? Поэтому я хочу обратиться ко всем, у кого есть такая проблема, но она зарождается в самом раннем возрасте. Это дошкольные учреждения, это общеобразовательные, оттуда должна идти большая работа, и она не должна быть имитацией. Это просто нужно заложить, прям как «Отче наш», как говорится. И тогда уже и в парламенте, и во всех структурах власти будет раздаваться наш любимый и самый красивый язык. Помимо этого, я хотел бы добавить, что в парламенте не должны находиться те люди, которые не отслужили, не служили в рядах вооруженных сил. Потому что я помню, когда в 2004 году призывался с Сухумского УКВК, и полковник Амич Рауль Варламович, я помню его слова, уже прошло 18 лет с того момента, он как по-отечески давал напутствие нам троим, мы в танковый батальон тогда призывались, он сказал буквально следующее, что вы, говорит, сейчас делаете правильный шаг, идете служить, а дальше вы будете большими начальниками, чиновниками, и вы, мои слова, вспомните, что армия в вас вложила очень много. Я эти слова пронес сквозь эти 18 лет, и сегодня я, задумываясь о том, что было 18 лет назад, понимаю, что он был прав. Поэтому человек, занимающий то или иное должностное место, должность, в общем, он обязательно должен пройти наши ряды вооруженных сил и должен знать абхазский язык, он обязан. И тогда мы будем говорить уже о том, что мы начинаем идти вперед, что мы состоялись как государство, что у нас есть язык, культура, духовность и так далее. Что касается по расколу общества, как быстро время летит. То, что мы называем расколом общества, это по большому счету две элиты, борьба двух элит. Я, например, хотел бы вообще в своих мечтах видеть оппозицию, которая не стремится к власти. Оппозиция служит народу, так же, как служат и те слуги народа, которых мы избираем, которые занимают те или иные должности. Тогда, когда оппозиция не будет иметь амбиции прийти к этим самым заветным креслам, тогда никакого раскола не случится в нашем обществе. То есть будет народ,
И будет оппозиция, которая поддерживает народ. Если власть идет по верному пути, оппозиция отмечается знаком плюс. Если этот путь ведет нас к пропасти, оппозиция обязательно дает знать, что так нельзя делать. Ну, я говорю сейчас Грубо фигурально. говоря, будет держать в тонусе. Конечно, будет держать в тонусе, и тогда ни о каком расколе общества речи идти не будет. У меня есть 2 минуты, и хочу вложить в эти 2 минуты мысль. Мы, когда говорим о наркомании, о проблеме в целом, да, мы почему-то не хотим зрить в корень. Откуда это все берется? Чем сегодня занята молодежь? Как работает государственная молодежная политика? Если не будет занят молодой человек, то, поверьте, он найдет чем заняться, и, к сожалению, не хорошими делами. А ему в этом помогут. А если он обеспеченный материально, то ему еще быстрее помогут. Вот, поэтому, когда мы говорим о борьбе с наркоманией, то мне иногда кажется, что это очень пресно звучит и похоже на имитацию. Вот мы боремся, мы много говорим об этом, мы можем какие-то концерты проводить, говорить нет наркотикам и так далее, но это всего лишь такая красивая обертка, и все, и не более того. Нужно начинать с фундамента. Для того, чтобы решить эту проблему, обязательно нужно с самых ранних лет занимать и правильно занимать молодежь. Они никогда не посмеют свернуть не в ту сторону. Никогда. Я 15 лет занимаюсь воспитанием молодежи, и я знаю прекрасно, мне даже видно, как они проходят определенные этапы в своей жизни. И если у них наставник своевременно есть в жизни, появился, он его направляет, то никогда в жизни он не пойдет не по верному пути. Вот. Сегодня мы, когда говорим о том, что у нас должен развиваться спорт, физическая культура, я по образованию, как раз-таки моя специальность физическая культура и спорт. Но у нас в стране на должном уровне спорт развивается, насколько мне известно. Детишки заняты, хорошие успехи демонстрируют за рубежом. Я вам скажу об этом вот как раз-таки, что юношеский спорт, да, у нас в достаточно неплохом состоянии, но а что случается с ним дальше? Ничего, они просто завязывают со спортом, по сути. Давайте обратим внимание на Хотите сказать, что нет перспектив? А где они, вы видите? Я, например, не вижу, вот у нас есть гордость нашей страны, Игорь Адлиба. Вы знаете вообще, с какими проблемами этот молодой человек сталкивается перед каждыми сборами? А он с флагом выходит в ринг, извините, даже в те моменты, когда очень даже не разрешают. Мы еще поговорим об этом, Да. если будет время. Сейчас ваше время, к сожалению, закончилось. Хатырску телехопшра, сараиш гуаласыршует, ишьяшует свой эфир, апсу телехопшра, асоциал платформа курджа шахопширц шфюлшо. Уажу мачк хат гылойт, она и все цахцует. Уажу регламенты накуршена, зара курейм дараям топ. Еще мазера зара куемежда. Я бы хотел Джансуху Ивановичу задать вопрос. Мне интересно его мнение. Он на лет 8 старше меня. Мне очень интересно с тех выслушать, у кого есть опыт и возраст побольше. Джансух Иванович, скажите, пожалуйста, как бы вы оценивали состояние наших вооруженных сил и что нужно сделать для того, чтобы качество призыва улучшилось, чтобы служить в армии было модно, чтобы наша молодежь с честью и гордостью шли в военкоматы и призывались в наши вооруженные силы? Считаю необходимым пересмотреть закон о воинской службе. В 2014 году были введены поправки в нашем парламенте. Сейчас необходимо ввести поправки, соответствующие сегодняшним реалиям. Если обсуждать, значит, геополитику, которая происходит во всем мире, что происходит, все процессы, да, мы можем заметить, что касается военной спецоперации России на Украине, считаю мерой вынужденной, но необходимой. Коллективный Запад, сплотившись, настроен против России, это очевидно, все это мы знаем. Это ставит под угрозу как Россию, так и Абхазию. В связи с этим, я сейчас повторяться не буду, необходимо
внести необходимые поправки. Вот даже в школах необходимо военное дело обучать на достойном уровне, чтобы каждый гражданин нашей страны мог в первую очередь защитить себя, свою семью и свою родину. Это долг каждого гражданина нашей страны, каждого мужчины. Ну, у вас еще есть 2 минуты 45 секунд, вы можете их использовать. А дальше не можем в других вопросах? Нет, сейчас по регламенту тогда именно скажу, на этот хорошо. вопрос вы можете еще дополнить его. Если мы называем себя государством независимым, государством в большом понимании этого слова, мы просто нам необходимо иметь, мы обязаны иметь госрезерв. Значит, это стратегические запасы. Под стратегическими запасами я подразумеваю, значит, такие базовые потребности народа, как продукты питания, топливо, медикаменты, должны иметь с запасом хотя бы на полгода. В случае войны, эпидемии То есть и вы других говорите о вызовов. продовольственной безопасности? И безопасность продовольственная, в том числе, это все взаимосвязано. Давайте вернемся вот к вопросу, раз у вас еще есть время. Все-таки я тоже хотела бы услышать, как привлечь нашу молодежь, как сделать армию, так скажем, престижной для молодых ребят. Потому что мы все знаем, что у нас не очень, так скажем, модно идти в армию, хотя меняется. Сейчас все больше тех, кто все-таки хочет отдать долг Родине. Вот я же говорю, что нам необходимо со школьной скамьи обучать военному делу. Ну, Это насколько я знаю, у нас в школах уже есть этот предмет, начальная Да, военная не- подготовка, и, кстати, Не это на- тоже дает свои результаты, не я на- так считаю. На мой взгляд, не на высоком уровне. Чувство патриотизма, долга Родине. Вы понимаете, если мы в первую очередь должны научиться уважать себя, мы должны быть способны защитить себя. Когда мы начнем себя уважать, когда мы будем способны защитить себя, остальные тоже нас поддержат. Вот как это произошло в 1992 году. Северный Кавказ наши братья поддержали. Поддержали в первую очередь наши старшие братья. Я не принимал участия, был слишком молод, мне было 14 лет, но старшие наши братья-отцы чуть ли не с палками, чуть ли не с охотничьими ружьями встретили врага. Достойно. И дальше тоже нас стали уважать. И вот сейчас тоже необходимо вот это все разъяснять молодежи. И в том самом законе о воинской службе необходимо обязательно рассмотреть, просмотреть, изучить, чтобы все прописать, все механизмы, чтобы развивалась, значит, наша обороноспособность, чтобы была на высоком уровне. Спасибо. Если у вас нет вопроса к вашему оппоненту, я думаю, Тимур Умарович сам ответит тоже на этот вопрос. Да, конечно. Что касается самой проблемы вот, по поводу вообще боеспособности нашей армии и призыва в армию. Да? Вот я бы дал такой краткий комментарий. Скажу первое, что наши вооруженные силы достаточно подготовлены, я это знаю точно. Другое дело, что, к сожалению, сегодня то оснащение, которое у нас имеется, оно оставляет, конечно, желать лучшего, потому что время диктует новые правила, и средства ПВО, там какие-то высокоточные оружия и так далее, ну да, этого нет. И это не должно являться поводом для того, чтобы мы так с ухмылкой говорили, наши вооруженные силы ничего себе не представляют. Я видел их в деле, я знаю, что они могут, и дух присутствует, и в контактном бою я знаю, как наши ребята умеют вести боевые действия. Другое дело, что, к сожалению, сегодня не так, как хотелось бы, я не скажу, что удручающая картина, но не так, как хотелось бы. Вот с охотой идут молодые люди служить в ряды вооруженных сил. С чем это связано? Появилось, ну и слава Богу, что появилось много возможностей поступать в различные вузы Российской Федерации. Наш стратегический партнер в этом смысле очень сильно нам помогает, как
по линии силовых структур, так и по другим гражданским специальностям. Вот. Но так получается, что с 2009 года около сотни, а то и больше наших молодых ребят ежегодно уезжают учиться в Россию. Естественно, это сказывается на призыве, естественно, находятся и те, которых мы называем уклонистами по различным причинам. Есть те, которые учатся за пределами России. Вот здесь я хочу заострить внимание, потому что те ребята, которые учатся в Европе, к большому сожалению, не могут предоставить справки, то есть определенного содержания о том, что он там учится. По закону он уклонист, а по факту он учится в Европе или там на другом континенте. Вот. Здесь сотрудники военкоматов сталкиваются с серьезными проблемами, так как эти люди висят, и они этих людей должны призвать в ряды вооруженных сил. И есть случаи, когда они получают и выговоры от вышестоящего руководства. Здесь чуть-чуть, я думаю, что нужно будет поработать в парламенте, внести некоторые ясности, поправки, и для того, чтобы... мы же не ищем виноватых, мы должны решать проблему, правильно? Поэтому я думаю, что вот разграничить настоящих уклонистов, была такая практика, показывали по телевизору и называли их фамилии, имена. Я думаю, что эту практику вернуть тоже не мешало бы. Вот. И престижность и освещение самой службы в рядах вооруженных сил, я думаю, что то, что вот есть в рамках проекта «Апснаар», я думаю, что это очень хорошее начало, и желаю успехов в развитии этой передачи, потому что она тоже дает свои результаты. Вот. У меня уже 35 секунд, но я успею. Вот. Но, как мой коллега заметил, в школах есть проблемы с преподаванием допризывной подготовки, но скажу, что не во всех. Вот, во многих школах уровень достаточно высокий, а в некоторых, конечно же, чуть-чуть ниже среднего. Вот. Но если мы до 10 класса детей смогли бы привлечь к такой деятельности, как занятия в патриотических клубах в каждом районе, это была бы вообще замечательная идея. Я думаю, что и дети бы восприняли ее на ура. Я думаю, что в парламенте, если я там окажусь, я бы поработал в этом направлении. Уже айтабупа атака зыхан электрон почта халхы чайрыштрак у нас зарак ваха яхар мыштазакынпи масра зара шустуди штахызыр дача зарак тujga кола пакынпи убри атак кашцап юбайбимну атака зыхан ишоид и тujga дача зарак акопи ахтаху Ари парламента бызша ядхулу баз епш зазарак вакалит да дшазарак хастыжга сатамыз. Издоро на зопис. Ари оженас сезон алагам тазыхан дара ихадру тему бхаскуяна гойта туризм арчирал змершо проблема хадакус. Ижбой основные проблемы, сдерживающие развитие туризма в Абхазии. Шарашалага. У нас вот через несколько дней уже начнется туристический сезон. Прогнозируют его очень успешным для нас. И дай Бог, чтобы мы этим смогли воспользоваться. Какие факторы влияют на благоприятный такой, скажем, сезон как для принимающей стороны, так и для тех, которые решили отдохнуть в нашей красивой стране. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, как мы встречаем наших гостей прямо на границе. Вот это, извините, может не совсем будет деликатно сказано, но очень, некрасиво мы их встречаем, в общем. Там получается как? Вот у меня вообще всегда была такая идея, такое желание, чтобы, пересекая границу российско-абхазскую, турист первое, что увидел, это какой-то коллектив, один из коллективов, допустим, Гагарского района, не имеет значения.
танцующего, поющего, то есть какие-то фольклорные коллективы, то есть абхазская музыка. Можно их угостить, той же Аджинджух и так далее. Почему нет? Это же имидж страны. Убрать, подвинуть как-то таксистов чуть-чуть, ну, привести в порядок вот эту зону. Потом, чем мы их кормим в ресторанах? Вот в летний период, честно вам скажу, я не во все вот такие заведения могу ходить и принимать там пищу, потому что качество совершенно не то, что мы видим, наблюдаем зимой, допустим. Ну, потому что я не знаю, что происходит там. Надо в этом смысле поработать, и цены начинают расти с приездом большого количества отдыхающих в нашу страну. Наш рынок не узнать уже буквально А в можно июне. ли регламентировать цены, по вашему мнению, в тех же, ну, в общепитах? Ну, я не про общепиты говорю. Я говорю вообще? на рынке просто. Вот овощи, фрукты возьмем. За продукты питания, Да, да? продукты питания, ну, первой необходимости. Вот. В общепитах, в принципе, цены, я думаю, что умеренные в большинстве своем. Вот. Я говорю про качество, про Да. вкусовые качества. Да, вопрос, конечно, такой объемный, и за 2 минуты, к сожалению, наверное, сложно было ответить, но ваше время вышло. Сейчас ваш оппонент Чансух. Значит, что касается сферы туризма, туристической отрасли, да? Да, Туристическая основные отрасль. проблемы, сдерживающие развитие туризма, на ваш взгляд. Вообще туристическая отрасль держится на треугольных камнях. 3 вещи самые необходимые, на мой взгляд. Обслуживание, безопасность и развитие. В плане обслуживания, значит, что необходимо делать? Персонал, подбор персонала в отелях, ресторанах, экскурсоводах, водителях. Мы плывем по течению, не работаем над своими ошибками, ничего не исправляем, встречаем туристов и провожаем не вы, так другие. С таким подходом, значит, мало эффективности. Что для этого надо делать? Вот, допустим, возьмем туристическую страну, допустим, соседа нашего, Турцию, да? Вот там можно увидеть, что во всех, начиная с 5-звездочных отелей, заканчивая чартерных рейсов, провожают людей со слезами на глазах, тем самым показывая людям, что они ждут их в следующем году. При таком подходе срабатывает мультипликативный эффект, когда отдыхающие приводят 3, 5 и более туристов. Вот с таким подходом надо подходить. В плане безопасности, значит, у нас сделан огромный прорыв. Нельзя не сказать. Мы все время любим обсуждать, что плохо, плохо, плохо. В этом плане сделан огромный прорыв. МВД, значит, работает на достойном уровне, можно сказать, за последние 2 года. Значит, никто не мог подумать, что в термальных источниках мы увидим людей в форме. С утра до ночи можно увидеть людей в форме, причем целыми бригадами. Это большой шаг, потому что, значит, турист чувствует безопасность, и это влияет на впечатление, да? Конечно же, Да. конечно же. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Ваше время вышло, к сожалению. Хайш шавера хыркшара хнейвит, шарай шимо палшара, шалхай шарах шхнархана, жакак шхарц. Минутка шимоп. Шарашала гаджетсу. Хатырзку Алхайша, уважаемые избиратели, хочу напомнить, что Маяк является промышленной зоной. В нашем округе 3 рыбзавода, пивзавод, морской порт, 2 торгово-строительные базы, 2 металлобазы, кровельный центр МИГ, множество блочных цехов и оконных производств. Все они пополняют бюджет нашей страны налоговыми платежами. У нас накопилось очень много проблем, как и во всех округах нашей страны. Для решения этих проблем нужны средства. Обязуюсь, в случае моего избрания, обязуюсь достойно, на законном основании отстаивать интересы округа и государства в целом. При принятии бюджета страны намерен добиваться справедливого распределения финансовых средств. Глубоко убежден,
что от каждого гражданина нашей страны зависит наш завтрашний день. Обязательно участвуйте в выборах. Всего доброго. Спасибо за внимание. Тимур Ужишарашамту. Дорогие избиратели, ни один из 5 кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры в 8-м избирательном округе, не победит и не проиграет. Проиграть или победить может 8-й избирательный округ, то есть вы. И для того, чтобы вы сделали свой верный выбор, я хотел бы, чтобы вы выслушали каждого, увидели, взвесили и приняли единственно верное решение. Самое главное – быть честным и справедливым перед самим собой. И с этим жить 5 лет. Всех благ вам. Спасибо за внимание. У меня все. Хатырскотели хопшча. Алашарбага хабла яцанаква абапи алхарта тутыпхадача айт алхраком япысует шхала шурх иqashца яшо алхрам. Абриала хара вахапи ефир хрукшупи табуб яйз.